В республике крепнет движение студенческих отрядов. Возрождение идет в лучших традициях молодежного бренда страны Советов. Системную работу студотрядовцев поддерживает правительство Коми. В этом году появились новые направления – сельскохозяйственные, медицинские и отряды подростков, для которых уже прошла и трудовая целина. Сегодня началась подготовка к следующему летнему трудовому семестру. Настрой боевой, в этом убедилась Ольга Коняева. Наколоть дрова, почистить дорожки от снега, а еще концерт в сельском клубе, мастер-классы, соревнования для школьников. Все это дело рук бойцов студенческих отрядов. Сегодня они под стать знаменитым когда-то тимуровцам. Акция «Северный десант», когда молодежь Коми ездит по районам помогать людям, только малая часть общественной работы, но главное – трудовая. У нас уже в регионе более 28 отрядов разных направлений. Это и педагогические, и строительные, и сервисные, отряды проводников, медиа-отряды, трудовые отряды подростков. И каждое из этих направлений оно уникально и востребовано как в нашем регионе, так и по всей России. Но самые активные, самые многочисленные – это у нас студенческие педагогические отряды. В целом по Коми региональному отделению можно насчитывать около 600 бойцов студенческих отрядов. Большую помощь строителям Коми АССР оказывают студенты. К 1980 году здесь будет город Усинск с населением 50 тысяч человек. С нуля Усинск и Вуктыл, газопровод «Сияние Севера», Печорская ГРЭС, ЛПК. Можно долго перечислять масштабные стройки, на которых в Коми СССР работали стройотрядовцы. Студент юрфака Ленинградского госуниверситета, будущий президент Владимир Путин в составе стройотряда «Фемида» работал в селе Усть-Нем Усть-Куломского района. В тайге ремонтировали дома, рубили просеки под линией электропередачи. Потом появились отряды ЖД и бортпроводников, продавцов, буровиков, сельскохозяйственные, медицинские. Студентам это засчитывалось как практика, еще и зарплату начисляли. Ну и, конечно, это особая атмосфера. Трудовая романтика, школа жизни и дружбы. В 1967 году у нас была, в республике работала студенческая плавучая поликлиника, которая на пароходе по реке Печоре проплыла по всем селам, которые стояли, и деревням вдоль Печоры, и обследовала каждого жителя. События этого года – 55 лет движению в Коми и 10 региональному отделению Организации российских студотрядов. В этом году удалось еще больше студентов приобщить к труду. 380 бойцов работали на педагогическом поприще. Так что теперь и в лагере «Черноморская зорька» все вожатые из Коми. Наши бойцы трудились в поликлиниках и больницах. Медицинский отряд сформирован пока только при СГУ, но будет еще. Наши ребята помогали на региональных и российских стройках. Около 70 человек у нас работали на объектах ПАО «Газпрома». Это строительство либо компрессорных станций, либо, соответственно, газоперерабатывающих заводов. То есть масштабные всероссийские проекты Баваненкова, такие крупные, вот, на которых принимали участие. В республике Коми ребята работали на реконструкции, либо на строительстве школ. В этом году появился отряд для подростков, но есть сложности с их трудоустройством. Об этом ребята рассказали на координационном совете. Еще вопрос. По строительному направлению план работы часто появляется только летом, когда студенты уже распределены по отрядам. У нас на следующий год, на 2023 год, 11 объектов образования, 11 школ, которые подлежат капитальному ремонту. И наша задача – трудоустроить бойцов стройотрядов, пусть даже на летний период, в команды подрядчиков, чтобы они эту задачу выполняли вместе с профессионалами. У нас будет строительство в 2023 году летом корпуса, развернется в самом масштабном виде. Тоже можем взять ребят. Но для этого они должны быть готовы. Нам надо их сейчас учить. И, то есть, понятно, сейчас заявка может быть на 200 человек, но надо отучить 500. Тогда мы будем уверены, что наши потребности будут закрыты. Усилить информационную поддержку, подключить к работе представителей Минздрава. Сразу после Нового года встретиться в Минстрое для распределения бойцов по объектам. На координационном совете решили не снижать взятый для развития студотрядов темп. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.